Уже третий месяц, как Нуркамал Мамбетбаева работает с различными экспонатами. С каждым днем она осваивает историю и навыки научного сотрудника. В прошлом Нуркамал Мамбетбаева – педагог с 24-летним стажем. В музей она пришла по рекомендации Центра занятости населения в то время, когда она осталась безработной. Я, естественно, не работала, приехала сюда и я решила, думаю, не буду я сидеть дома, ничего не делая. Я думаю, я еще полна сил и думаю, надо приносить пользу и детям, и обществу. И я такую работу нашла. Девочки были настолько любезные, что они мне предложили. Вы знаете, Нуркамал Самубековна, у нас есть работа в музее. И она вам подходит по роду вашей деятельности. В стране на работу с помощью Центра занятости, как и Нуркамал Мамбетбаева, устроились тысячи человек. Министерство труда регулярно проводит мероприятия для обеспечения безработных работой. Специалисты Минтруда берут сведения по вакантным местам у многих предприятий и далее предлагают их обратившимся к ним гражданам. На сегодняшний день по республике зарегистрированы 60 200 человек в качестве официальных безработных. По итогам 2023 года можно сказать, что по городу Бишкек 4500 безработных граждан были трудоустроены на эти вакансии. В этом направлении мы активно еще проводим ярмарки вакансий и профессий. В прошлом году по городу Бишкек мы провели 5 таких ярмарок вакансий. И в этом году, в ближайшее время, мы проводим 16 мая, где 40 работодателей представят свои вакансии. И в целом по городу Бишкек мы представим 4500 вакансий. Помимо этого, в целях снижения уровня безработицы и бедности в стране реализуется проект «Соцконтракт». Он является своего рода соглашением между малообеспеченной семьей, которая живет на пособие, и государством. Семья получает 100 тысяч сомов на открытие и развитие малого бизнеса. В 2022 году соцконтракт получили 2800 семей. В 2023 году уже 10 тысяч семей. В этом году мы планируем охватить 20 тысяч семей. На сегодня по стране 100 тысяч сомов получили 12 800 граждан. Из них 12 777 удачно ведут предпринимательское дело. 95% из них женщины. Помимо этого государство проводит специальное обучение по созданию бизнес-плана и проекта. На сегодня обучение прошли уже 8 тысяч семей. Снижению уровня безработицы в стране поспособствовал запуск новых заводов и предприятий, которые долгие годы простаивали без ремонта и соответствующего содержания. В целом, благодаря активным мерам государства, количество безработных снизилось почти на 13 тысяч человек. В разрезе областей количество безработных граждан распределилось так. В Волжской области 16 092 человека, в Джалабаде 16 039 безработных, в Баткенской области 10 508, в Чудской области 3434, в Таласе 3045 человек без работы, в Иссыкульской области 2775. В Нарыне количество безработных граждан сравнительно меньше, составляет всего 1996 человек. А в Бишкеке число незанятых составило 5156 человек, а в Аше – 2663. В рамках политики рынка труда и занятости министерство проводит специальное обучение и подготовку кадров. Результаты успешны, безработные граждане трудоустраиваются. К примеру, только за 4 месяца этого года почти 660 человек уже начали работать. В 2023 году на такие курсы, краткосрочные курсы, мы послали 2000 безработных граждан. За 4 месяца текущего года по городу Бишкек направлено 821 безработных граждан. На сегодняшний день 80% направленных, они закончили эти обучения и по получившим специальностям уже трудоустроились. Здесь надо отметить, что это очень такое основное направление активных мер, потому что те граждане, безработные граждане, которые не имеют профессию, у них есть возможность получить профессию и уже трудоустроиться по профессии, соответственно, значит, и будет получать зарплату выше. В сфере занятости государство ставит большие планы на этот год. Кабинет министров планирует создать 250 тысяч новых рабочих мест. Помимо этого, в рамках празднования столетия Каракыргызской автономной области в Кыргызстане будут открыты 102 промышленных предприятия. Ахмер Нурдинова, Калыс Акибаев, Мадина Румбекова, ЛТР, Бишкек.